Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши 2500 собачуль. Времена наступили очень тяжелые, наступило лето. Концы с концами теперь не свести, а они, как назло, не перестают еще и болеть. Наши собачули. Все собаки живут на разных 6 передержках, совсем не близко к нужным врачам-специалистам. Поэтому так сложно организовать выезд, например, к онкологу 3 собак с разных точек. А вот это все лишнее. Вот это опухоль, это пися наша нормальная. То есть вот на ней огромный нарост, кровящий, это наша опухоль. И это не просто как капуста, это что-то прямо большое месиво. Ну, вы знаете, венерическая саркома, она бывает большая, разная. Ну, это вот такая классическая наша история. Пирожку нужно будет делать химиотерапию. Ну, винкристин. Винкристин, да. Сегодня сделаем, как сделаем обязательно. Я тогда сразу сейчас поставлю на МКД. Но откладывать больше нельзя. Например, у Брайта из полового органа вовсю капает кровь. И даже я, не врач, понимаю, что это венсаркома, и надо спешить к онкологу. Месяца 1,5 изнуряющих поездок на капельнице и будет вылечен. Но сделать это надо, поэтому надо спешить. А также Мишелька, которую спасли в декабре 23 года из ППЖ. С сосульками на глазах пряталась она в будке ППЖ, чтоб тихо умереть от ужасов, в которые она попала. Ведь это бывшая домашняя хозяйская собака, и ее тоже зимой мы привезли и лечили от венсаркомы. Сделав контрольный анализ после лечения, я понимала, что не идеально ее состояние, что надо что-то долечить или снова обследовать. Поэтому без онколога никак не обойтись. И на приеме ее осматривали 3 хирургов, онкологов, биоконтроля. Был спорный вопрос ее участков слизистой. И действительно, мои опасения не напрасны. Дисплазия слизистой сохраняется, некий нарост остается, лечение надо пройти. Хорошо, что не химия снова. Ее и так было 5 сеансов. И если лечение не поможет, то хирургически удалить вместе со стерилизацией придется. В общем, лечим, наблюдаем, не расслабляемся. Собака Мишель, обратите внимание, шикарная, знает дом, ориентирована на человека, знает команды, смотрит в глаза, понимает человека. Очень ее хвалит и передержка, и врачи. Пристраивается в добрые руки по окончанию лечения. Приезжайте знакомиться. Все слизистые пошли в ход. Любава, Брайт и Мишель. Во влагалище была опухоль или где-то на коже, в носу? Во влагалище у всех. Во влагалище. Да. Спиночкой ко мне. Ляжем на левый бок, пожалуйста. Аккуратненько. Вот у меня есть подозрение, что она не долечилась. А потом они жили с Брайтом, вот с этим другом. И у сожителя вот у нас выскочила. И подозреваю, что она его заразила. Заключается она в том, что животные могут приобретать иммунитет. А иммунитет к чему? К опухоли после переболевания. Так, давайте встанем, пожалуйста. Встанем? Да, на ноги, встаем на ноги. Надо встать. Вставай. А ей нравится лежать. Вставать будем? Давай. Давай. Все. Встань. Давай, я тебя помогу. Я нашла грыжу. Грыжа? Да, вот. О, а это точно грыжа? Очень на нее похоже. А это не проблема молочной железы? Ой, блин, кошмар какой-то.
врожденная. Врожденная, так и жила с ней. Так, Любава, давай вставай. И еще одну собаку, Любаву, смогли показать онкологу. Ее лечили от венсаркомы год-полтора назад, и была она вылечена. Но она жила вместе с Брайтом последнее время, и мы знаем, что венсаркома может передаваться, то есть могла вновь заразиться через слюну. Ее мы также обязаны были показать врачу и сдать анализ для контрольного цитологического исследования. И результат – воспаление и лимфоплазмоцитарная инфильтрация. Хорошо, что не заново венсаркома. Одним словом, тоже надо лечить. И тоже финансовые расходы. Что? Ты так высматриваешь, да? Да-да. Кого увидел? Романа увидел. И Любава увидела Романа. Да, конечно. И это тоже ждет Романа. Все ждут Романа. Как хозяина, да? Ждите, мой золотой. Ты мой золотой. Тоже надо обнять. Вот. Тоже надо обнять Романа. Друзья, и это у нас не все. Я просто утопаю в проблемах, долгах. И кто-то это все должен исполнять. Исполнять передержки, которым нечем платить, или зоотакси, за которое тоже нечем платить. Нельзя же не лечить или не лечить. Я не жалуюсь, скажу одним словом. Я устала, как бы ни хорохорилась. И без денег никого не вылечу и не накормлю. Собак много, расходов много, ухода за ними много, болеющих немало. И я у них разруливающая и жутко уставшая, без отдыха уже 5 лет круглосуточного служения братьям нашим меньшим. Не смогу что-то делать с ними и обеспечивать их жизнь без вашей помощи. Друзья, у меня закончились все слова, чтобы рассказать, как тяжело. Держаться не за что, соломинок больше нет. Один аргумент. Они живые, они хотят есть, жить, есть и дарить человеку свое тепло. Друзья, помогайте им. У них никого нет, кроме нас.